Доброе утро на телеканалах Якутия-24, НВК Саха, Утро Якутии. И сегодняшнее утро вместе с вами, как и всю неделю, встречаем мы, Екатерина Винокурова и Павел Танин, которые буквально 5 минут назад перевернули календарь. И сегодня 3 сентября. Рады встречать это утро вместе с вами. Сегодня в нашей программе мы приготовим на завтрак вкусные капкейки, панкейки, прошу прощения. Поинтересуемся у линчан, какой урожай сельхозпроизводители прогнозируют получить уже в конце этого месяца. Да, также съездим в ботанический сад Северо-Восточного федерального университета и посетим интересный ретро-музей. Напоминаем, что вы делаете эфир вместе с нами, поэтому традиционно отправляйте нам ваши фотографии интересные с мест отдыха, фотографируйте свой урожай, посев и так далее. Все это мы покажем в рамках нашей программы. WhatsApp номер наш 8914 273 4488. Да, также не забывайте про нашу страницу в Инстаграм, _Якутии. Якутии. Там у нас все самые интересные материалы с выпусков, просто интересная информация, ну и, пожалуйста, поле для комментирования и так далее. Ну а далее информация о погоде. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 7-11 градусов тепла. В заречной группе от 1 до 11, в южных 10-14, в Вилюйской группе 7-9 градусов, в Нижнеленских 9-12, в западных 4-11, в Колымы-Дигирской группе 2,7 градусов, в Янских от 3 до 10, на северо-западе 2,7 градусов тепла. В 6 часов утра температура воздуха в Якутске составила 5 градусов тепла, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем нам обещают небольшой дождь, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду, температура воздуха днем составит 18-20 градусов тепла. Ну, судя по всему, бабье лето наступило в Якутске, раз днем такие действительно теплые температуры и очень большой контраст. Утром выходишь, там очень холодно, а днем очень тепло, горячо. И если ты утром надел куртку, то очень будешь сильно от жары страдать днем. Ну а прямо сейчас передаем слово нашим коллегам из информационной службы для того, чтобы они рассказали об актуальных новостях. Приветствую студию «Утро Якутии» с новостями к этому часу Влад Давыдов. Накануне открылся Восточно-экономический форум во Владивостоке. Руководство Якутии приняло участие в работе круглого стола на тему «Гуджарат. Потенциал многоуровневого сотрудничества с представителями Индии». Обсудили ряд вопросов по развитию науки, добыче ископаемых, развитию промышленности, IT-индустрии. Открывая работу круглого стола, глава Якутии рассказал индийским коллегам об инвест-потенциале республики и о других возможностях нашего региона. В рамках данного мероприятия также руководство СВФУ предложило делегации штата Гуджарат провести в Индии День русского языка, что, по словам ректора университета, укрепит дружеские отношения двух стран. Прошла очень интересная, интенсивная встреча с индийской делегацией. Мы представили, как один из главных университетов Северо-Востока Российской Федерации, представили то, что у нас имеются англоязычные программы, да, по нескольким направлениям. Это магистерская программа, да, и сказали, чтобы индийские студенты приезжали к нам учиться. Но эти программы позволяют в гибридном варианте проводить занятия в онлайн формате. И так что я надеюсь, это заинтересует. Ну и еще одним моментом это является продвижение русского языка, культуры. В конце года мы проведем именно по продвижению вот этого языка большое мероприятие у нас в Якутске. Да. Ну и еще одним предложением стало то, что мы предлагаем провести День русского языка именно в Индии. Также в рамках форума Айсен Николаев принял участие в дискуссии на тему «Кадровое обновление на Дальнем Востоке в поисках эффективного госуправления». В работе приняли участие руководители других регионов округа и эксперты ведущих институтов развития. Айсен Николаев отметил, что в поиске перспективной молодежи важную роль продолжают играть такие конкурсы, как «Таланты Якутии».
Дополнительно глава региона сказал, что на эффективность работы сотрудников госслужб помимо компетенции сказываются и ценностные ориентиры человека. Мы сегодня уже внедряем такой уникальный, на самом деле, для Дальнего Востока проект внедрения модели компетенций госслужащих и управленцев. Я сам раз в квартал заслушиваю доклад директора нашей высшей школы инновационного менеджмента, который реально сейчас проводит работу по оценке компетенций наших госслужащих. У нас сегодня общий профиль оценки компетенций сотрудников сделан по 1402. Из них это 78% от численности госслужащих Якутии. Это фокус на ключевых ценностях, которые формируют новую культуру в органах власти. Я вот поставил задачу, и на самом деле мы сейчас видим, что, конечно же, надо нам привлекать и удерживать на госслужбе людей, которые имеют уже соответствующие не только компетенции, но и соответствующие ценностные ориентиры. Далее Якутия подписала соглашение с авиакомпанией «Аврора». Кроме того, меморандум подписан с авиакомпанией «Якутия». Конечные цели и задачи таких документов – обеспечить транспортную доступность и удобство для пассажиров. Концепция нацелена на оптимизацию и удешевление перелетов для жителей Дальнего Востока. У нас основная цель вообще сейчас этого проекта – это обеспечить более удобную, более дешевую и более скоординированную транспортную политику по авиаперевозкам на Дальнем Востоке. Ведь не секрет, что наших жителей вопрос субсидированных билетов, рейсов, в общем, дешевизна и комфорт своего передвижения волнует, наверное, в пятерку вопросов точно входит, наряду с проблемами жилья, дорог, ЖКХ. И поэтому вот эта конструкция, которая сегодня уже оформлена в виде соглашения, она позволит сделать такую вот комфортную систему для наших жителей, чтобы им было удобно и дешево передвигаться. Это все к этому часу. Слово коллегам. А мы немножко перенесемся на юг нашей планеты, именно в Австралию. Шеф-повар из этой страны показала огромный лимон. Она рассказала, что необычный фрукт ей подарила местная пара, которая занимается садоводством. Этот лимон был частью зимнего урожая. Сок из него Мелисса делать не стала. Сочный фрукт непригоден для этого. Шеф-повар отмечает, что этот лимон был сладким. Она очистила его и сделала салат цукини с оливками и лимонной заправкой. Горечи в таком лимоне нет, пояснила Мелисса. Огромный лимон – это пандероза, гибрид цитрона и лимона. Вес фрукта, который ей подарила семейная пара садоводов, весит 2,5 килограмма. В коммерческих целях пандероза не выращивается, но чаще всего этим занимаются садоводы-энтузиасты, которые варят из пандерозы сладкие джемы. Ну, а говоря про джемы, джем – это всегда прекрасное дополнение для блинчиков или капкейков, хотя многие люди предпочитают все-таки, во всяком случае, в России сгущенное молоко. Я среди этих людей. Также ты вот что любишь, джемы или сгущенное молоко к блинчикам? И то, и другое. И то, и другое, а можно и вместе. Ну, вот и сегодня как раз-таки, говоря про капкейки, приготовим в нашей рубрике «Пятничный про завтрак», приготовим банановые капкейки вместе с бренд-шефом ресторана «Шпинат и мясо». Всем доброго утра, меня зовут Андрей Мустяц, я бренд-шеф ресторана «Шпинат и мясо». И сегодня мы с вами приготовим банановые панкейки. Подавать мы их будем с вареньем из черной смородины, свежими ягодами и мятой. Итак, для этого рецепта нам понадобятся бананы, молоко, растительное масло, яйцо, разрыхлитель, соль, сахар и мука. Для подачи, как я уже сказал, нам понадобятся свежие ягоды, мята и варенье из черной смородины. Итак, приступим к приготовлению. Так, для начала мы смешаем все жидкие ингредиенты. То есть бананы, предварительно я их размял вилкой. Молоко. Желательно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры. Яйцо. Так, затем муку и разрыхлитель мы перемешиваем вместе. Разрыхлителя здесь примерно 1,5 чайной ложки. Такое большое количество разрыхлителя объясняется тем, что
Банан очень плотный такой продукт, и чтобы у нас произошло поднятие нашего панкейка, вот мы добавляем такое количество разрыхлителя. Так, в наше молоко добавляем сахар и щепотку соли. Венчиком перемешиваем сначала полученную массу до однородности. Затем добавляем растительное масло. И после этого небольшими порциями всыпаем муку. И параллельно перемешиваем. Тесто у нас должно получиться примерно такое же, как мы дома готовим оладьи. Так, наше тесто готово. Приступим к выпеканию. Так, сковорода наша разогрелась. Приступим к выпеканию. Ждем, когда на поверхности теста появятся пузырьки. Это означает, что уже можно наши панкейки переворачивать. Жарим примерно 1-1,5 минуты. Наше тесто вот начало покрываться пузырями, соответственно, уже, наверное, можно его переворачивать. Тем временем я подготовлю для подачи ягоды. Клубнику разрежем на 2 части. И голубика у нас уже, будем ее класть целиком. Итак, наши панкейки готовы. Приступим к сервировке. Так, выкладываем панкейки друг на друга. Сверху выкладываем варенье из смородины. Украшаем свежими ягодами и мятой. Итак, наш вкусный, сладкий завтрак готов. Я хочу вам пожелать приятного аппетита и хорошего дня. Стрим немножко другое. Доброго утра всем, приятного аппетита всем, кто завтракает. Напомним, что сегодня 3 сентября, и оказывается в народе этот день прозвали как Шафутинов день. Да, и в принципе Шафутиновым днем он является уже почти 10 лет. Почему Шафутинов день? Речь идет о песне Михаила Шафутинского, которая называется «3 сентября». Буквально 10 лет назад, по воле случая, по воле чьего-то чувства юмора, эта песня стала настоящим мемом, во всяком случае в русском сегменте интернета. И теперь каждый год 3 сентября мы переворачиваем календари. Всей страной. Всей страной переворачиваем календари. На улицах горят костры рябин, вместе с ними горят обещания. Ведь было все еще всерьез 2 сентября, а сегодня у нас 3. Уже 3 сентября. И в этот день все социальные сети, пожалуй, пестрят различными картинками, смешными, с изображением самого исполнителя Михаила Шафутинского. Все поют эту песню, включая и молодежь, что... Несмотря на то, что песни, на секундочку, песня вышла в 92-м или в 93-м году, а это же уже сколько времени прошло. И при этом сам Михаил Шафутинский тоже подбавляет, так скажем так, масло в огонь. И он на своих страницах тоже постит эти мемы про песню. И заранее, там, с 1 сентября начинает выкладывать информацию, что 3 сентября уже скоро. Ждете, не ждете, готовы переворачивать. Да, ну что ж, 3 сентября можно назвать действительно Шафутиновым днем. И когда-нибудь, возможно, этот день войдет в какую-то интересную дату, которую мы будем в дальнейшем обсуждать и говорить. Да. А о том, какие даты уже вошли вот в это число знаменательных, мы узнаем из нашей рубрики. На календаре 3 сентября. Сегодня отмечают День небоскребов, День сырных гренок, День ленивой мамы.
Также 3 сентября в 1984 году генетик Алек Джеффрис смог раскрыть уникальность и неповторимость ДНК, назвав ее цепочки генетическими отпечатками. Это стало первым шагом развития генетической дактилоскопии. Поэтому днем открытия уникальности ДНК принято считать именно 3 сентября. Почитают апостола от 70, Фадея и мученицу Васу Алонскую. К этой дате начинается сбор урожая льна. Люди верят, что в этот день в полях можно повстречать льняницу, добрую силу, которая является в виде светловолосой девушки с голубыми глазами. По народному поверью, люди, рожденные в этот день, обладают даром целительства. Много ягод на рябине сулят дождливую осень. События в этот день. В 1838 году в Киеве открыт Институт благородных девиц. В этот день в Москве в торжественной обстановке при огромном скоплении народа в присутствии императора Александра II прошла закладка здания исторического музея. В этот день в Петербурге инженер Федор Пиротский продемонстрировал первый в России, а по некоторым сведениям и первый в мире, электрический трамвай. В Англии запущен первый в мире консервный завод. В 1932 году началось строительство канала имени Москвы. Беспилотный аппарат «Викинг-2» совершает посадку на Марсе. В этот день родились Луис Генри Салливан, американский архитектор и теоретик архитектуры, один из пионеров рационализма. Фриц Прегель, австрийский ученый-химик, врач, нобелевский лауреат. Фердинанд Порше, немецкий автоконструктор. Сергей Довлатов, русский писатель и журналист. Именины в этот день отмечают Рафаэль, Павел, Игнат, Ибрагим, Александр, Марфа, Марта. Да, вторые именины за неделю у Павла, и мне Да, это очень и нравится. не одних именин у Екатерины. Что за несправедливость? Тем временем наша программа продолжает рубрика «Год науки и технологии». Экскурсовод исторического парка «Россия. Моя история» Айсен Габышев расскажет о комплексных экспедициях Академии наук СССР 25-30-х годов. Доброе утро! Сегодня мы расскажем вам о комплексной экспедиции Академии наук СССР в 1925-1930-х годах. 7 апреля 1925 года Совнарком СССР постановил создать экспедицию для исследования производительных сил Якутской Республики. В 1925-1930-х годах в Якутии работала комплексная экспедиция АН СССР. Ее последовательно возглавляли разные ученые, такие как Ольденбург, Ферсман, Лессинг, Комаров. А Максим Кирович Амосов же выступал как инициатор и человек, который должен был координировать действия различных отрядов на территории республики. В экспедиции и комиссии по изучению Якутской ССР трудилось большое количество высококвалифицированных специалистов со всего Советского Союза. И в первую очередь отряды Якутской экспедиции должны были обследовать самые густонаселенные районы республики, такие как Якутский, Вилюйский, Алекминский, Верхоянский, Булунский, Колымский, Алданский округа. Специалисты представляли рекомендации, способствующие развитию республики в дальнейшие годы, что было, конечно же, немаловажно. Основными же направлениями для научного изучения территории республики в то время были демографическое состояние республики, скотоводство, включая собаководство и оленеводство, земледелие, пушной и рыбные промыслы, а также кустарную промышленность. Помимо всего прочего, особенностью данной экспедиции являлось то, что во главе угла стояла не только, получается, разведка каких-либо минералов, то есть природных ресурсов, но также и изучение самого человека, то есть изучение языка, культуры и быта. Все это и сделало как раз-таки якутскую экспедицию или комплексную научную экспедицию Академии наук СССР самой грандиозной по своему масштабу и целям, которые она преследовала. Структура экспедиции была довольно сложной. Она подразделялась на 10 специализированных отрядов, которые, в свою очередь, делились на 24 подотряда. И каждый отряд занимался лишь своей сферой деятельности. К примеру, можно перечислить некоторые из них.
геоморфологический, гидрологический, ихтиологический, охотничий, промысловый, агрономический и так далее. И в каждом, получается, отряде были свои специалисты, высококвалифицированные, которые занимались сбором сведений и анализом собранных данных. Итогом пятилетней работы комплексной экспедиции Академии наук СССР стало открытие огромного количества новых видов флоры и фауны и нахождение новых месторождений, которые, в свою очередь, позволили в дальнейшем бурно развиваться и молодой Якутской республике, и также для ее дальнейшей индустриализации. Помимо всего прочего, можно отметить, что для исследований были привлечены 16 академиков, 9 членов-корреспондентов, 30 профессоров, а для разработки же научных программ руководства работой экспедиций ведущие специалисты по всем отраслям знаний. В комиссии по изучению Якутской республики было всего задействовано 386 человек. А в эти дни в рамках Всероссийского экономического форума проходит выставка «Улица Дальнего Востока». Якутия принимает в ней активное участие. Павильон Якутии разделен на тематические зоны, где регион показывает информацию о важнейших результатах участия Якутии в форуме с 2015 года. Так, например, гости форума могут узнать об инновационной экосистеме Якутии, а также познакомиться с перспективными проектами по IT и биотехнологии. Также в павильоне представлена экспозиция «Сделано в Якутии», где показывают ювелирные изделия с якутскими алмазами, и также изготовлен арт-объект, стилизованный Ал-Лукмаз. 7 артефактов брендов Якутии: якутский нож, национальная утварь, национальное женское украшение, изделия из бивня мамонта и снеговые очки. А после отдыха в центре Орленок вернулась первая группа детей из села Бяськёль Горного района. Ребята 21 день отдыхали в одном из лучших детских центров страны Орленок. Это была первая группа в количестве 18 детей из семей, пострадавших от пожара в селе Бяськёль. Ребята приехали загорелые, отдохнувшие, а в День знаний Орленок принял дополнительно еще 70 детей из семей. Ребята пробудут в центре более 3 недель, в течение которых пройдут психологическую реабилитацию, станут участниками авторских образовательных проектов и отдохнут в кругу новых друзей. Как ты думаешь, какая будет смена? Что от нее ждешь? Будет очень веселая смена. Думаю, что найду очень много хороших друзей. А на море была до этого? Ты как думаешь, как все пройдет? Хорошо, спасибо. Хочу увидеть море, познакомиться с новыми друзьями. Ждали всех. Скажите, В программе пребывания юных якутян в центре купание в море, мастер-классы в веревочном парке и на аллее мастеров, а также разноплановые занятия на образовательных площадках Орленка. в каком же отряде будет каждый из вас? Уже объявить. Супер. Винокурова Светлана. Можно поднять ручку и уже направляться в лагерь. А мы цвета, которые будут как раз поближе и вместе с Кириллом и с Катей сделать общее фото на память. Ну, а в Якутии тем временем, да и в принципе на большей части на территории страны идет процесс сборки урожая огородных хозяйств, подсобных хозяйств и так далее. И вот в Ленске хороший урожай собирают те, кто не пожалел сил на свой огород. Лето выдалось засушливым, поэтому большая часть подобных хозяйств все же соберут меньше, чем планировали. Но дефицита с местной продукцией не случится. В сентябре товар уже поступит в магазины. Каким будет урожай 2021 года, выясняла Олеся Васева. 3 килограмма с одной лунки. Урожай картофеля в этом году в разы лучше, чем прошлогодний. С огорода Марина Зарянова планирует собрать 100 мешков минимум. На зиму на 3 семьи, говорит, хватит. Не жалуется на количество овощей. Морковь, свекла, лук – всего в избытке. Лето, конечно, было сложное, засушливое. Воды много ушло, вода привозная. Слава богу. Труда много вложено было. Ну ничего, урожаем довольна.
Урожай Марина будет собирать еще до конца сентября. Клубника второй раз за лето набрала цвет и усеяна ягодами. Таких личных хозяйств в районе 6500, но урожаем довольны не все. Подсобные хозяйства Ленского района понимают, соберут меньше, чем в прошлом году. Опираясь на избыточный урожай 2020-го, этим летом решили уменьшить посадку картофеля на 30 гектаров и овощей на 10. Их теперь и не хватает, говорят в сельхозуправлении. С такого же гектара в прошлом году мы больше получили, потому как погодные условия в прошлом году были хорошими, и дожди были, и засухи меньше было. Но в расчет чуть-чуть мы как бы не учли, что у нас 2 месяца будет засухи, и сильно от этого будет зависеть объемы. Поэтому план придется подкорректировать, но точных цифр еще нет. Картофель уберут к середине сентября, капусту к заморозкам. Объем будут считать по всем хозяйствам. 3 крупных, 63 фермерских. Именно их продукцию смогут купить ленчане. Сейчас в управлении сельского хозяйства подбирают точки, куда поступит для реализации местный урожай. Ждут и октября. В первых числах этого месяца проходит сельскохозяйственная ярмарка. Именно она считается официальным завершением уборочной страды. Не помешали бы ограничительные меры, тогда ленчане впрок закупят и картофель, и капусту, и даже мясную и молочную продукцию. Олеся Васева, Анастасия Белокреницкая, телеканал «Алмазный край». Вот, на самом деле, да, пора урожая. И вот сегодня у вас есть, не сегодня, вообще уникальная возможность при помощи нашего WhatsApp поделиться своей историей о том, как у вас садово-огороднические дела в этом году сложились, хороший ли урожай, все ли получилось, что планировали. Отправить свои сообщения можете на наш номер, который видите на экране, 8 914 2 73 44 88. Да, также можете фотографии каких-то интересных вещей. Вот недавно у нас была картошка в форме сердца. Тоже мы это обязательно покажем, расскажем и преподнесем красиво. Ну а далее мы вместе с нашим музейным гидом предлагаем вам отправиться в мир прекрасного. Знакомимся с новой выставочной работой Национального художественного музея. Национальный художественный музей с началом учебного года открывает новую выставку, посвященную советскому образованию, советским школьникам и, конечно, учителям. Перед нами картина известного карельского художника Валентина Сергеевича Чекмасова, которая написана в древнейшей технике живописи, написана темперой. Эти природные краски, они придают картине какую-то особенную глубину, выразительность, благородство и изящество. Героиней картины стала дочь художницы Тамары Юффа, Маргарита. Тамара Григорьевна попросила Валентина Чекмасова посмотреть, как занимается ее дочь рисунком. На картине мы видим уголок мастерской самого художника. Это и постановочный натюрморт, самовар с глиняной вазой, с рельефами на стене, между которыми мы видим репродукцию Караваджо «Лютнист». Художник тщательно прорисовывает вещественный мир. На стеклянной бутыли мы видим тончайшие градации света и тени. Художник, вдохновленный обаянием этой юной художницы, ее увлеченностью рисунком, вот это его вдохновило на создание одного из самых лучших своих произведений. Героиня картины стала художником. Она сейчас преподает, ведет мастер-классы в Петрозаводске, в художественном музее. И ее дочь тоже стала художником. Вот так 3 поколения семьи радуют нас своими творениями. И не случайно Валентин Сергеевич Чекмасов назвал эту картину «В мир прекрасного». И Национальный художественный музей приглашает всех жителей, и взрослых, и детей в музей прикоснуться к миру прекрасного. На самом деле изобразительное искусство – это такая сильная вообще история, хотя я при этом, понимая ее всю силу, не очень понимаю само изобразительное искусство. То есть я не могу в полной мере оценить работы, выставленные в различных художественных музеях, не зная, с чем это связано. А вот каково твое отношение вообще к именно изобразительному искусству? Хотелось бы узнать.
Ну, я стараюсь, по крайней мере, посещать различные музеи, как-то приобщаться, хотя я много чего не понимаю, конечно, но все-таки считаю, что это необходимо для каждого образованного человека. Но, с другой стороны, с прагматической точки зрения, я очень понимаю, какая-то работа, вот эти все старинные произведения, которые были написаны много-много, порой даже веков назад, за ними нужно ухаживать, Конечно. и это целая работа, целое мастерство. Определенная температура у них должна быть, мы знаем, да, определенный свет, то же Да. самое картин касается. Да, и такая же история происходит со старыми книгами. За ними тоже нужно ухаживать, они хранятся в библиотеке, чтобы к ним был всегда доступ. И вот как проводится работа по уходу за такими книгами, узнаем из следующего материала. В Национальной библиотеке Якутии хранится уникальный фонд отечественных, зарубежных и национально-краеведческих документов. Всего хранится более 1 миллиона 655 тысяч документов. И о том, как они хранятся, мы сейчас с вами и узнаем. Фонды Национальной библиотеки имеют очень сложную иерархическую систему. По функциональному назначению они подразделяются на читательские и технологические. Технологические, если простыми словами вам объяснить, это помощники для читательских фондов. Это у нас обменный фонд, это резервный фонд. Например, в читательском фонде книги могут теряться, книги могут прийти в ветхое состояние. Вот тогда и приходит помощь вот как раз технологические фонды. В свою очередь, читательские фонды у нас подразделяются по форме обслуживания. Например, есть у нас фонд абонемента. Это значит, вы спокойно, бесплатно можете в течение 15 дней заниматься этой книгой. Так, у нас есть также уникальнейшие издания, которые мы очень храним бережно, как зеницу ока. Это книжные памятники. Следующий фонд – это газетный фонд. В 2019 году мы составили проект. Проект называется «Сохраним газетный фонд Якутии». И по этому проекту мы, в общем, считаем, что для наших читателей сделали очень хорошее дело. Все центральные газеты мы оцифровали. В библиотеках, согласно госстандарту 7.50, установлено, что температура хранения должна быть 18 градусов, а влажность воздуха достигать 55-60%. К сожалению, в фондохранилищах библиотеки эти условия не соблюдены. Но специалистами библиотеки ведется большая планомерная работа по продлению жизни фондов. Реализуются проекты, ведется обеспыливание, реставрация и фазовая консервация документов. Открытие центров нейтрализации и инкапсулирования документов помогли бы в работе по сохранению книжного и газетного фонда республики. Сейчас мы посмотрим, как проводится реставрация одного газетного блока. Сначала реставратор обеспыливает листы, затем с помощью влажной тряпки выправляют заломы. Для склеивания необходима тонкая японская бумага и крахмальный клей, который изготавливается специалистами самостоятельно. После этого газете нужно обсохнуть. Затем реставратор при необходимости вносит исправления в свою работу. После завершения реставрации всех блоков из подшивки газеты помещаются в специальные бескислотные папки, в которых они будут храниться далее. Эти папки передаются отделам периодических изданий в лабораторию оцифровки, где их переведут в цифровой формат для внесения в фонд электронной библиотеки. В 2021 году был принят важный документ правительства Российской Федерации – «Стратегия развития библиотечного дела до 2030 года». В этом документе особое внимание уделено вопросу строительства книгохранилищ в регионах, а также усилению центров реставрации и консервации. Мы, библиотекари, полны надежды и уверенности, что наши книги обретут новый, современный, отвечающий всем требованиям книгохранения дом. Что ж, а далее наш коллега Влад Давыдов ознакомит нас с последними событиями к этой минуте. Приветствую в студии «Утро Якутии» с новостями Влад Давыдов. Накануне президент России Владимир Путин прибыл в расположенный на острове Русском Дальневосточный федеральный университет, где проходит Восточный экономический форум.
У Путина обширная программа, он осмотрел на площадке ВЭФ интерактивную презентацию с итогами развития округа, а также провел совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. В рамках встречи руководства Якутии с генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым обсудили вопросы развития ЖД-путей на территории региона и увеличения пассажиропотока. Как сообщил глава Якутии Айсен Николаев, по направлению Нижний Бестях, Владивосток и на другие маршруты увеличивается количество пассажиров, желающих посетить другие регионы страны по железной дороге. Поэтому в рамках встречи с главой РЖД Айсен Николаев попросил рассмотреть вопрос обновления парка ЯЖД и увеличения подъездного состава. Завершилась встреча с генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым, и глава республики Асим Сергеевич Николаев ставил вопросы обновления подвижного состава, именно вагонов для активно развивающихся сейчас новых маршрутов Якутск-Владивосток, Якутск-Иркутск. По этим направлениям нам сейчас крайне необходимы дополнительные вагоны. Мы ранее, сейчас мы их используем в аренде, обсуждали вопросы увеличения уставного капитала железных дорог Якутии и, соответственно, внесения их, приобретения дополнительных новых вагонов. Минпромторг поможет Якутии в реализации социально значимых проектов. Такое решение было принято в ходе рабочей встречи главы республики Айсена Николаева с министром промышленности и торговли страны Денисом Мантуровым. Будет создана и оказана поддержка в строительстве Жатайской судоверфи, которая по плану должна производить до 10 судов в год. У нас есть предприниматели, которые готовы приобретать оборудование, и их надо поддержать. Министр поддержку обещал по этому направлению, и мы сейчас буквально со следующей недели начнем работать и решать эти проблемы. И не могу не отметить, обсуждалась задача создания фонда развития промышленности. Этого давно ждут наши предприятия, это лесозаготовка, это наши ювелиры, то есть те, кто занимается именно переработкой, кому нужны средства на приобретение нового современного оборудования, поддержать при операционной деятельности, при экспортных контрактах. Здесь глава республики обещал оказать всеобъемлющее содействие, чтобы такой фонд на территории республики был. Поэтому Якутия вперед! Также глава республики принял участие в сессии, в ходе которой представители руководства Министерства строительства страны и Министерства по развитию Дальнего Востока обсудили с руководителями регионов реализацию национальной программы по социально-экономическому развитию макрорегиона. Айсен Николаев в ходе выступления сказал, что республика продолжает добиваться успехов в работе по повышению качества жизни населения. Что касается строительства, то глава республики подчеркнул, что Якутия первой в стране получила бюджетные инфраструктурные кредиты для возведения жилых объектов в республике. Таковы новости к этому часу. Слово коллегам. Сейчас в Якутске, как мы еще в самом начале программы, после того, как поговорили о погоде, сказали о температуре, да, в Якутске стоят теплые дни, бабье лето наступило, и можно съездить в связи с этим в ботанический сад Северо-Восточного федерального университета. Да, там как раз на днях состоялась необычная ретро-выставка. Давайте посмотрим. Раньше, когда у нас не было WhatsApp, не было таких телефонов, у нас люди переписывались. В ботаническом саду необычная экскурсия. Школьники и их родители с интересом слушают историю создания первого почтового ящика. Ретро-вещи в тренде, считает идейный вдохновитель проекта Полина Петровна. Все началось со старой телефонной будки, которую нашли на улице Халтурина, 10. Привели в порядок, перекрасили. Старый советский таксофон заиграл новыми красками. Все началось с того, что я захотела тут английскую телефонную будку красную, да? И возле этой будки антураж, там красную современную скамейку и так далее, и так далее. Назад в СССР. Детей пригласили в продуктовый отдел, когда продукты были по талонам, мандарины только по праздникам, копченая колбаса по особым дням. Для школьников это и наглядное пособие, и практика, где можно научиться все вешать в граммах, не только пирожки из глины. Вот. И теперь смотрите, телефон весит сколько? 200. 200. Ботанический сад Северо-Восточного университета сейчас это не только музей живой природы. В этом году сотрудники решили предложить ноу-хау – совместить приятное с полезным.
На территории сада вместились прекрасные экспозиции, отражающие советский быт. Оригинальная идея себя оправдала. Всего за один день ретро-музей посетило около 200 человек. В ботаническом саду под открытым небом расположился уникальный музей советской эпохи. Здесь действительно хранятся уникально раритетные вещи. Вот, допустим, у меня в руках старая гармонь. Удержишь? А еще посетители могут увидеть старый таксофон и даже по нему позвонить. Алло. Любого, кто хоть немного застал времена СССР, здесь охватывает ностальгия. Родители, как и в советские времена, привычно встали в очередь за воспоминаниями. Помнили наши советские времена? Да, есть такое отличное вообще место, оказывается. Вот особенно телефонная будка нас вдохновила. Помните, сколько копеек стоило поговорить все-таки по телефону? 2 копейки. И все. Часто 2 копейки есть? Нет, конечно. Много очередей было. Вот так вот брали, стояли в очередь, брали стаканы, выбирали там вкусы, нажимали. 3 копейки там ложили. Вот вкусная была водичка. Каждый экспонат имеет свою историю. Собирали вещи по крупицам, для кого-то это память о прошлом, а кому-то жалко выбрасывать раритет. Посетители в восторге от предметов старины, ведь они вызывают особую теплоту в сердце и возвращают их в свое детство. Мы рассчитывали, что это ностальгическая улица будет. И в основном понравится пожилым людям, но мы ошиблись. Сотрудники подмечают, некоторые советские изделия очень долговечны и даже практичны, и решили оставить почтовый ящик, где время от времени находят письма с пожеланиями и отзывами. Школьники всю экскурсию не отходили от синего раритета. Второклассница Саяна после экскурсии пересказывает историю экспоната и решила опустить письмо, пока без адреса. Если бы сейчас были такие почтовые ящики, ты бы писала письма маме или подружкам? Я бы писала, но сейчас появились телефоны и WhatsApp пользоваться стали. И у каждого есть телефоны теперь. Ну, для нас, то есть для вас, для школьников, это в новинку, интересно? Да, очень интересно. Организаторы отмечают, идея их вдохновила. В планах расширить музей. Ведь людям всегда нравится что-то настоящее, хоть это и давно ушедшее прошлое. Ирина Григорьева, Павел Пахомов, Якутск. На высокий берег, на крутой. Ну вот, да, действительно, старые вещи — это всегда ретро-вещи, даже старые, как-то грубо говорится. Ретро-вещи — это всегда такая возможность прикоснуться к истории людей, которые жили до тебя, целых поколений и так далее. И вот о таких вещах мы еще поговорим далее. У нас в гостях директор Музея истории города Якутска Екатерина Строгова. Сейчас мы прервемся на небольшую паузу и вот поговорим уже о вещах, с которыми сегодня Екатерина к нам пришла. Что ж, действительно, коллекционирование по праву считается наиболее популярным хобби. И если верить статистике, то не менее 205 людей на Земле что-то собирают. Да, и вот Екатерина Строгова, напомню, у нас сегодня в гостях со своей частью, я так понимаю, своей коллекции. Вот хотелось бы узнать, вы по образованию, по профессии археологом являетесь, да, и сейчас научный сотрудник музея. Да. До этого были директором. Вот, поэтому мы немного в прошлое окунулись пару минут назад. Мы помним Екатерину директором. Да. Вот, какие уникальные вещи находятся в музее сегодня? Ну, наверное, самая уникальная часть музейного собрания, которая только-только начинает зарождаться у нас, это археологическая коллекция, которая была получена во время раскопок 2018 года на бульваре Учителя. Ага. Вот. Это уникальные вещи, которые рассказывают нам о жизни горожан Якутска, начиная с 17 века и до второй половины 20-го. На одном месте это очень занятно. Период такой. Но вот, забегая вперед, мы за кадром поговорили, музей вот буквально скоро открывается на Амосова 1. Да. Ага. Да, через неделю, 12 числа, в день города, на Амосова 1/1 состоится открытие нашего музея. Наконец-то мы очень рады этому событию. Ага. Ну и все экспонаты можно будет посмотреть, в том числе вот о которых только что мы сказали, раскопанные на бульваре Учителя. Да, какую-то часть, безусловно, потому что все просто,
площади не хватит. Насколько вот интересно, да, насколько часто пополняется музей с новыми старыми вещами, да, скажем так? Ну, эта частота, она зависит как от самих работников музея, которые либо проявляют активность в этом направлении, либо нет. Такое тоже бывает. Ну и, конечно, от отношения граждан к этому вопросу. Простые люди, посетители, Да, они простые тоже люди принимают участие? дарят, приносят что-то. Есть такие сознательные граждане, которые предпочитают старые вещи не выбрасывать на помойку, а не полениться и принести их в музей. Но это насколько часто это явление, чтобы вот именно горожане приносили экспонаты? Ну, довольно-таки часто бывает такое, когда люди приносят что-то интересное, приносят вещи. Вот сейчас, например, большой всплеск интереса к советскому периоду, и вещи, среди которых вот мое поколение, например, выросло, они уже превращаются в музейные экспонаты. То есть можно ли сказать, что сегодня жители Якутска в большинстве своем, они все-таки стремятся к тому, чтобы сохранить какие-то вот эти исторические моменты и передать их следующим поколениям? Все-таки для этого в том числе это делается? Да, конечно. Ну, вообще надо отдать должное жителям Якутска. У нас в городе огромный интерес вообще к прошлому. Любая краеведческая литература становится библиографической редкостью в момент выхода сразу же. Вот у нас достаточно большое количество коллекционеров, очень большое количество коллекционеров, у которых есть совершенно замечательные коллекции, которые выставляют свои коллекции, собирают, сохраняют. И простые люди, они, конечно, имеют тоже огромный интерес. Вот наши горожане, они, конечно, большие молодцы в этом отношении. А что вы принесли нам сегодня? Интересные предметы, шкатулка какая-то необычная, ну, да? Вот давайте тогда мы с нее и начнем. Это такая вот шкатулка, вот она, к сожалению, у меня уже вот нуждается в реставрации, но это вот такая шкатулка для табачных изделий. Вот оформленная в таком средневековом как бы стиле, да, с металлическими. И на вот этих картушах надписи, с одной стороны предполагается, что должны храниться сигары, а с другой сигареты. Внутри, вот если посмотреть, тут очень красиво оформлена внутренняя часть. А это вышивка, вышивки, да? Да, это вот такие вышивки. Вот. А еще и разные. Да, они еще и разные. Но у нас шкатулка эта сделана, по-видимому, где-то в конце 19 века. Но у нас вот как-то так получилось, что у нас такая очень некурящая семья. Ни прадедушка не курил, ни дедушка не курил, никто не курил. И поэтому эта шкатулка, она в нашей семье долгое время использовалась не по прямому назначению, а для хранения всяких мелочей, пуговиц, ниток, иголок и так далее. Это как коробка от печенья. Да, вот как коробки от печенья. Все что угодно, только не сигары, да? Да, только не то, что здесь должно было быть. А тяжелая, да? Можно попробовать? Нет, она не очень тяжелая. Достаточно легкая, да? Достаточно легкая, осторожно она сейчас. Это, отнесу я реставратору. Здорово, красота. В ближайшее время отнесу реставратору. На английском еще, оказывается, написано. Да, скорее всего, эта коробочка принадлежала прадедушке и прабабушке и приехала к нам сюда из Варшавы. То есть такой путь. Вот интересно, кто-то же вот вышивал, да, сидел аккуратненько так. Старались очень, можете вы, если много вот увидите старинных вещей, можете обратить внимание, что вообще в прошлые времена гораздо больше стремились к какой-то красоте бытовых вещей, нежели мы сейчас. А вот далее я вижу, Ну, раз мы уже сказали о Варшаве, то вот в Варшаве в конце 19 века был сделан вот этот предмет, предназначавшийся для сервировки стола. Это не просто статуэтка, это на самом деле подставка для фруктовых или десертных ножей. Я вот вижу, да, вот здесь проемчики, вот такие проемы, отверстия. Да, отверстия, в которые
вставляется дюжина Интересно. десертных ножей. И таким вот образом ставится на стол. К сожалению, сами ножи не И потом как будто такой веер, да? Да, из ножей. очень, очень красиво получается. Мы сюда вставляем десертные ножи, и получается действительно как веер вот такой от рукоятки. Очень, очень красиво. Ну и Выглядит- третий экспонат, да, это у нас... Вот. Я И- хочу предположить, что это солонка или что-то подобное. Вы просто Да, я тоже так гений думаю. интуиции. Это действительно солонка, фарфоровая солонка. Предмет по стоимости, в общем-то, достаточно недорогой, распространенный. Но интересен тем, что вот эти такие солонки производили в фабрике семейства Кузнецовых. Знаменитый кузнецовский фарфор. Вообще мы должны быть благодарны всему этому замечательному семейству, поскольку именно их усилиями фарфор на столе жителей России стал обыденным предметом. Они выпускали очень широкий ассортимент изделий самой разной ценовой категории, и их предметы их производства, они и были у простых людей, у крестьян, и даже у членов царской фамилии. Вот. Интересно, что на этой солонке, на ней нет, вот я искала старательно, на ней нигде нет клейма. Так. Кузнецовские заводы выпускали изделия без клейма, и, как правило, такими изделиями премировали за хорошую работу своих работников. То есть Без это- клейма. А без клейма для того, чтобы простые рабочие, чтобы они сразу же не продали этот предмет. Цена изделия без клейма, она падает, естественно. Катерина, спасибо большое за такой экскурс. Прикоснулись к истории, особенно вот говоря про Кузнецовский завод. Желаем удачи, желаем успеха, чтобы на экспозицию пришло много-много людей, тоже прикоснулись к этой истории всей. Да, к прекрасному, да? Прекрасному, историческому. безусловно. Спасибо, Екатерина. Нам еще в будущем есть о чем поговорить, я думаю. Да, я Мы думаю, ждем что вас- найдется. Ждем вас Найдется, снова мы в ждем. нашей программе. Да. С удовольствием. Ну а на этой прекрасной ноте мы заканчиваем наш эфир. Желаем вам предстоящих отличных, насыщенных выходных. Да, чтобы костры рябин не горели, я не перестану сегодня про это шутить. Катерина Винокурова, Павел Танин в эту всю неделю с вами встречали каждое будничное утро на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. Ну а прямо сейчас по традиции пятничное утро завершаем музыкой хорошей и классной.